10 августа города Вилюйск посетил с рабочим визитом глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Первым делом глава принял участие в установке памятной таблички начала строительства второго этапа больничный комплекс в городе Вилюйск на 73 койки. Балыга, балыгатен, күз очарадан, утун хагалырга, манна памятнай, табличка турары бүткүннен, интересинlik артый күн көңіллен, онна якын барам, олыга, угун, жуғанчы алпытын бұғыт, бастық очарапыды келер бетпет, үлгені шөйті күнәли тұрар, оны дейі уақпаққабы кәбет, күз очарадан хағылан, тұтағаны хағыланын, күрді хүссілгі хағылан, қаятан, қуаты он уже Строительство второй очереди больничного комплекса вошло в инвестиционную программу Республики Саха-Якутия на 2023-2024 годы. Заключен государственный контракт на выполнение работ по подготовке проектной документации, инженерных изысканий, работ по строительству, оснащения оборудованием для обеспечения эксплуатации объекта капитального строительства. В Вилюйске полным ходом готовится к международным спортивным играм «Дети Азии». В связи с этим Айсен Сергеевич встретился и пообщался с юными спортсменами и их тренерами. Пожелал им упорства, целеустремленности и удачи. Далее представители делегации отправились на набережную города Вилюйск, где глава города Ян Попов презентовал проект с красивым названием «Поющие пески», который выиграл в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди субъектов Дальнего Востока и получил 150 миллионов на ее реализацию. Воплощение проекта в жизнь улучшит качество жизни горожан, организации внутреннего туризма и повышение привлекательности города для ее жителей и гостей. После экскурсии по набережной Илдархан встретился с мастером кузнецом Егором Федоровым, который показал и рассказал о процессе и секретах изготовления якутских ножей высшего качества. В 2024 году одному из старейших городов Дальнего Востока и Сибири, городу Вилюйску, исполняется 390 лет. В этом же году исполняется 125 лет со дня рождения участника установления советской власти в Якутии, одного из основателей автономии Якутии, Степану Максимовичу Аржакову, и 100 лет со дня рождения советского партийного и государственного деятеля, первого секретаря Якутского обкома КПСС Гаврила Иосифовича Черяева. В связи с значимыми датами прошло рабочее совещание во Дворце культуры имени Марка Николаевича Жиркова по плану проведения данных мероприятий в 2024 году.